Вы слушаете аудиоподкаст «Дерс», посвященный истории народов Крыма. В этом эпизоде курса лекций кандидата философских наук Надира Бекирова вы узнаете, кто такие эллины и как по соседству с ними формировалась новая этническая общность в Крыму – тавро-скифы. Вы также познакомитесь с наследием и ноу-хау в эпоху тавро-скифов – чаиры, горная порода коней, пещерные оборонительные города. Также узнаете о уникальном балансе сосуществования этнических общностей в Крыму той эпохи. Алиса, как ходят в гости крымские татары? Крымские татары не ходят в гости с пустыми руками. Чаще всего берут с собой сладости и кофе. А какой кофе пьют крымские татары? Раньше это был леба, а сейчас хырым-хавеси. Ну и произношение, Алиса. Тебе надо над ним поработать. Хорошо, как скажете. А где можно купить этот кофе? Его можно купить в местных магазинах, а также заказать на Wildberries. Алиса, ты умница. Поставь хайтарму. Алиса, Крым кавесы запомнила? Мы уже говорили на протяжении нескольких лекций о былино-византийском наследии в Крыму, поэтому к подобного рода вопросам я в дальнейшем почти не буду возвращаться, иногда только упоминая это в связи с тем, что, конечно же, взаимодействие эллинов первоначальных и последующих со всеми остальными этносами, народами Крыма и их вклад, участие в крымской жизни, в крымской культуре, он продолжался тысячелетием до тех пор, пока насильственно не был пресечен царским правительством. Но сейчас мы поговорим о горно-лесной части Крыма и южнобережной, там, где впоследствии жили представители разных других народов. Моя задача – дать представление о заселении крымских гор и побережья представителями различных этносов с эпохи Великого переселения народов и до формирования Крымского ханства и их взаимодействия в культурном процессе между собой и степными этносами Крыма. В чем тут есть затруднение, которое очень часто мешает адекватному восприятию? Это разновременность и разные географические пути появления в Крыму. Это чрезвычайно разные расово-антропологические этнокультурные характеристики этносов. Иногда это приобретало даже немножко, слышите впоследствии, такие, полуанекдотические черты. Сходство, совпадение названий с некоторыми современными этносами, чьи диаспоры живут в Крыму в настоящее время. Перечислю. Болгары нынешние, которые славяне, они исторически связаны немножечко с тюрками-булгарами, потому что после Крыма и при Азовье Булгара часть откочевала на Балканы и дала начало нынешним болгарам, но фактически они там ославянились. Это славянский народ, который появляется снова в Крыму в качестве приглашенных переселенцев только в XIX веке. Однако и тут болгары, и там болгары. Немцы, не совсем немцы это русское название, но готы жили в Крыму и рядом с Крымом, и в Крыму на протяжении, более 1000 лет. И это, в частности, дало повод для Гитлера и его компании, переименовать Крым в Готланд и планировать после окончания захвата Советского Союза и разгрома превращение Крым в курортную местность для высокопоставленных нацистов. Кстати говоря, одним из обвинений на Нюрнбергском процессе против гитлеровского руководства было то, что они планировали массовую депортацию местного населения. Далее, само собой, греки, потому что греки, которые живут в Крыму, они появляются здесь в несколько волн, причем первые еще в эпоху захвата Крыма, но это примерно через 5-6 лет после того, как потомки древних эллинов и их потомки были под конвоем вывезены на территорию нынешней Донецкой
Мариупольский, так сказать, окраин, они, собственно, и есть основателем Мариуполя, а потом греки в несколько волн заселяли Крым по приглашению царского правительства, а потом и в советские времена, например, последняя волна греческих переселенцев была с Кавказа, из Грузии, когда в 1939 или в 1940 году из Грузии приехали часть греков собирать урожай в Крыму, а потом во время оккупации здесь так и остались. И вот они тоже теперь считаются депортированными греками, живущими в Крыму. То есть греки, которые за самый конец XIX века, это в том числе балаклавские греки, и в XVIII и XIX веке появились в Крыму как переселенцы из Эгейского архипелага преимущественно. Частично это были антиосманские повстанцы, частично там кто-то еще с Балкан. Их потомки были депортированы в 1944 году, но уже следующие, и не только, это в том числе и греки из Грузии уже, которые в 1939-1940 сюда приехали, 20 века, они были депортированы, но они не имеют исторической культурной преемственности с румеями, урумами, реальными потомками древних эллинов, и даже нынешние греки, кто живут сейчас, кстати, как и болгары, которые живут сейчас, они появляются в Крыму уже во второй половине 20 века, не имея преемственности не только с историческими, но даже с теми, кто появился в Крыму в царское время. Однако это очень часто армяне, тоже можно сказать про армян, потому что нынешние армяне – это люди, появившиеся в Крыму тоже во второй половине 20 века, это даже не потомки тех армян, которые были в XIX веке, как айвазовские, допустим, или тем более армяно-кыпчаки, которые тоже были депортированы царским правительством еще в 1778 году. Нынешние армяне – это выходцы, собственно, из Армении, из Азербайджана, из Карабаха, там еще откуда-то, но они не имеют ни культурной, ни исторической преемственности с теми армянами, преимущественно армяно-кыпчаками, которые жили в Крыму исторически. Это совершенно объективная картина, но она, конечно же, для людей, которые в деталях не очень разбираются, дает огромный сбой в понимании того, что происходило. И, наконец, сложность взаимодействия этих народов, этносов между собой и иными этносами Крыма. От войны до слияния. Потому что многие новые этносы, которые появляются на пороге Крыма, это можно сказать про скифов, это можно сказать про эллинов, они, собственно, высаживаются в Крыму в виде военного десанта или военного вторжения. И первоначальные их отношения с соседями, как правило, враждебные, там еще неизвестно, чья возьмет, по-разному получалось. Но проходило десятилетия и столетия, и странным образом они не просто примирялись друг с другом, те, кто оставались живы, но на их базе возникали новые народы. Мы достаточно подробно для рамок таких курс лекций познакомились с эллино-византийской культурой. Однако, как известно, эллины не были первыми и ни в Крымских горах, ни на побережье. На значительной части Крымского берега, а именно его южной части, непосредственно примыкавшей к горам, они не были и вторыми. Эллинская, а впоследствии византийская цивилизация концентрировались вокруг портовых городов, хотя, безусловно, оказывали влияние на весь Крым. Уже к III веку нашей эры античные авторы, тоже преимущественно те же самые эллины, начинают писать о тавроскифах. Название говорит само за себя. Это не современное название, это название тех рукописей. Прямо на глазах эллинских колонистов происходило складывание нового народа, состоявшего из двух первоначально очень далеких друг от друга компонентов. Тавроскифы фактически занимают все крымские горы и предгорья. В виде оставшихся в Крыму царских скифов к ним примыкает культура Крымской степи. В общем-то, сложился определенный политический, этнический, экономический и культурный баланс. Интересно, что каждая этническая общность, эта тенденция сохранится в Крыму позже на века, занимала не только свою территорию в пределах полуострова, но и свою социально-экономическую, а вместе с тем и культурную нишу в жизни полуострова. Вот интересна такая картина в Крыму. Ее можно сравнить с кастовой системой в Индии. Но в Крыму это... в Индии каста – это все-таки подавление. В Индии это там господствующая каста, там нижестоящая. Но в чем сходство?
В том, что каждая каста в Индии выступает в качестве какого-то особого экономического фактора. Эти подметают мусор, те выращивают хлеб, третьи торгуют, четвертые поют, пляшут там и так далее. Да? И все вместе это составляет индийское общество, которое как бы вот в рамках этого друг друга дополняет. В Крыму каст никогда не было. Но, что интересно, формировавшиеся в Крыму этносы, занимая какую-то территорию и занимаясь каким-то хозяйством, дополняли общую крымскую картину. Они взаимно друг другу были нужны. То есть они отличались не только языком, внешним видом, там, обычаями и так далее, но они отличались и тем, что они выполняли определенную экономическую роль, без которой другие этносы не могли в Крыму жить. Очень вот такая была интересная комплементарность. Но вот если говорить об экономике, то смотрите, горы и побережья выполняли свою роль в качестве поставщиков в Крым необходимых заморских товаров и учителей равнинного земледелия. Эту роль выполняли первоначальные эллины и потом румеи. Румеи – это то, что сейчас часто обозначается византийцы. По этому поводу я должен сказать. По-моему, я об этом упоминал, но я хочу, чтобы все вдумались. Слово «Византия» во времена существования так называемой Византии, то есть Восточной Римской империи, самими так называемыми византийцами не употреблялось. Византис был небольшой город, о котором очень быстро забыли после строительства Константинополя и так далее. Они называли себя Римской империей, себя они называли румеями, то есть римлянами. Говорили на средневековом, скажем так, греческом языке, который отличался и от древнегреческого, и от новогреческого. То есть в нынешнее время он не существует, этот язык, за исключением только как диалект румеев, которые живут вот в Донбассе. Тавро-скифы, переняв у них искусство выращивания садов и особенно виноградников, адаптировали их к местным условиям, разрабатывая террасное земледелие на склонах Крымских гор. Научились производить не только для себя, но и на продажу, за море и в степь. Их потомки потом столетиями улучшали завезенные сорта фруктов и овощей методами народной селекции, создавая десятки уникальных крымских сортов. Недостаток пригодных для земледелия территорий и развития садоводства приводит к крымскому ноу-хау – чаирам, когда культурные сорта плодов прививаются на стволы диких деревьев, способных выносить и недостаток воды и бедность почвы. В течение столетий склоны гор превратились в такие леса-сады везде, где только было можно. Земледелие и скотоводство в степи. Кочевники-скифы вынуждены были частично осесть и перейти к полукочевому и даже городскому образу жизни, уже не грабя, а охраняя торговые пути на подходах и внутри Крыма. Кстати, эта эпоха скифская, примерно та же эпоха, когда формируются два важнейших международных торговых пути, которые потом имеют, уже позже значительно получают название из варяг в греки, это по Днепру и по Волге, и Великий Шелковый путь, это из Китая, или из тех территорий до Западной Европы, хотя ни тот тогда еще так не назывались. Итак, скифы для того, чтобы этим пользоваться, уже должны были не грабить тех, кто шел по этим путям, а наоборот их охранять, что потом впоследствии все кочевники практически и делали. Начиная практиковать степное земледелие, надо понимать, в разы продуктивнее кочевого скотоводства. При увеличении населения оно становится неизбежным для любых кочевников, если только позволяют природные условия. Именно они положили начало разнообразию крымских коней, выводя специальную горную породу, о которой через тысячелетия с восторгом писали путешественники, включая Пушкина. Что, там уже в 19 веке он говорил, что крымские кони – это что-то особенное. Они по горам, как козы и собаки, карабкаются по кручам. То есть это вот совершенно особая порода была, которая именно не в степи работала, а в горах. Общей для Крыма была борьба за воду. Хронический недостаток воды в Крыму ощущался всегда. Рост населения и новые хозяйственные нужды, прежде всего полив, подталкивали изобретательность людей в сфере поисков и использования воды. В эпоху централизованных водопроводов и продажи питьевой воды в пластиковых бутылках их достижения, может быть, не кажутся столь существенными. Однако в Крыму за многие века были изобретены, опробованы и в самом деле работали разные технологические приемы тщательного сбережения и экономного использования воды.
В горно-лесной и прибрежной зоне практически не осталось ни одного дикого родника. Все они в течение веков не просто были обнаружены, расчищены и направлены. При малейшей возможности они путем направления течения через искусственные канавы и керамические трубы были подведены к месту поселения или частого появления людей. Выходы их были обложены камнями, обустроены мини-бассейнами, хавузами, в которых она накапливалась и из которых удобно было черпать воду. Более того, некоторые источники в горах и лесах были укрыты и замаскированы. Вода из них по трубам текла за десятки километров по керамическим трубам под землей и выходила только в месте поселения как бы ниоткуда. Жители равнин также боролись за воду. Они начали рыть колодцы в безводной степи, глубина которых насчитывала иногда сотни метров, но более 100 точно. Вы представьте себе вырыть такой колодец в те времена. Повсеместно сооружались бассейны для сбора дождевой воды. Позже в крымсатарском языке они назывались авут. Их следы до сих пор сохранились на Керченском полуострове. Еще более изощренный способ получения питьевой воды путем сбора конденсата из росы. Для этого была разработана специальная конструкция – подземный резервуар, в который стекает по специальным каналам роса. Вот описание одного из вариантов подобных устройств. Были выкопаны доведенные до материка канавы шириной около 1 метра. Стенки этих канав облицованы камнями, гладкие стороны которых обращены их внутрь канавы, а рваные очертания прилегали к земле. Затем канава была засыпана мелким бытовым камнем. Такое сооружение, очевидно, имело прежде всего конденсационное назначение. Оно собирало влагу и питало его корневую систему виноградников. Представьте себе. Очень интересный феномен в Крыму произошел благодаря именно крымским условиям и взаимодействию этносов в Крыму. Это исчезновение рабства. Эллинские колонии постепенно отказываются от рабства как экономически невыгодного в Крыму института. Собственно, рабство в Крым привезли эллины, или греки. Потом это поддерживалось римлянами и так далее. Однако, рост собственного населения при невозможности бесконечно расширять посевные площади и наращивать урожайность превращали рабов в конкурентных едоков. Однако, охранять работавшего в поле раба, предотвращать их побеги в свободные степи горы оказывались дорогим удовольствием. У кочевников массовое рабство вообще не является возможным. Представьте, что вы посадили на коней 100 рабов и пустили их пасти скот в степь. Особенно табун в 10 тысяч лошадей, например. Да еще дали им луки для защиты от волков и воров. Сколько это продлится и чем закончится? Таврам рабство не было присуще изначально. Это не означает, что рабов в Крыму не было вообще. Были и сохранялись вплоть до позднего Средневековья. Однако рабы были либо товаром для международной торговли из числа захваченных пленников, от чего им, конечно, легче не было, либо так называемыми домашними рабами, положение которых не очень сильно отличалось от положения свободной прислуги или даже членов семьи. С точки зрения современного человека, любое рабство аморально и незаконно. Но даже в западноевропейских странах и в России рабство было упразднено лишь в XIX веке. Я говорю не о крепостном праве. Последний пункт продажи рабов в России, именно рабов, был закрыт в Оренбургской губернии в XIX веке. Русским правительством. Это был пункт продажи рабов русским правительством, и он же был закрыт русским правительством в XIX веке в Оренбурге. Что уж говорить о начале нашей эры. Упразднение рабства в какой-то степени способствовало распространению христианства. Новообращенные уже не могли смотреть на другого христианина, как на вещь. В последующем в христианстве наметились проблемы и с этим. То есть в последующем там и крепостные, были из христиан, и там негры, черные рабы были из христиан. Но в годы становления, в эпоху становления христианства, это было как бы аморально, неудобняк, нельзя, недопустимо и так далее. И это тоже повлияло на то, что рабство здесь исчезло. На первых порах ощущение новой общности, независимо от этнического и социального происхождения, противопоставление себя язычникам-рабовладельцам преобладало. На Боспоре, особенно в его азиатской части, уже с начала первого века нашей эры стали складываться такие условия, при которых применение рабского труда не всегда было целесообразно.
Это должно было повлечь за собой отпуск рабов на волю. Исчезновение и многовековое отсутствие рабов среди своих, живущих в Крыму, выстроило определенную морально-психологическую составляющую. Люди привыкли быть лично свободными, независимо от социального положения, религии, этнической принадлежности. Это утверждало людей в их личном достоинстве и свободе. Еще одной характерной чертой стало отсутствие внутрикрымских войн. Конфликты наверняка встречались, в том числе и вооруженные, поскольку в те времена выйти из дома без оружия означало гарантированные неприятности. Однако никто не был заинтересован в длительном противостоянии или даже успешном грабительском набеге. Сегодня ты ограбил соседа, а завтра будешь идти торговать с ним. Других вариантов в Крыму не существовало. Ну, кто же с тобой после этого будет иметь дело? И чего ты добился своим набегом? В эту же эпоху начинает формироваться предгородская культура Крыма и такой знаменитый феномен, как пещерные города. Встреча тавров, изначально живших в пещерах, полупещерах, землянках в Крымских горах с эллинами, имевшими опыт городского строительства, а также опыт румеев-христиан, строивших живые и общественные помещения в некоторых регионах Малой Азии. В Турции до сих пор существует историческая такая местность, Каппадокия. Туда очень любят ездить туристы. Обалденное место. Там этих городов, там пещер и так далее больше гораздо, чем в Крыму. Они еще даже более такие показательные, я бы сказал. Первых христиан-монахов, начавших сооружать пещерные монастыри в окрестностях Херсонеса, привел к появлению нового крымского феномена – пещерным городам. В настоящее время наиболее известными являются Джуфт-Кале и Мангуб-Кале. Однако, на самом деле, их гораздо больше. Тепе-Кермен, Черкес-Кермен, Иски-Кермен, да и Неаполь-Скифский, по сути, является одним из них. Каждый пещерный город – это не просто ямы и ходы в скалах. Как правило, в долине рядом с ними находились обычные поселения и сельхозугодия. Это важно. Потому что когда всяких дураков-экскурсоводов, чего уж говорить, так просто где-то читаешь и прочее, там говорят, что люди жили в пещерах. Ребята, поживите вы 2 недели в пещерах, в скалах, понимаете, где ни плодородной земли, ни источника воды нет. Да? Я посмотрю, надолго ли вас хватит. Если вы в палатке на 3 дня с канистрами с водой туда пришли, кому же кто с водой, кто не с водой пришел, то это можно. А поживите-ка вы 2 недели или 2 года, а тем более, допустим, 200 лет. Невозможно. Каждый пещерный город сопровождается близлежащей, примыкающей к нему земледельческой долиной с источником воды. А на самих горных платах существовали и наземные строения. Чтобы понять, что произошло, нужно отметить, что вплоть до конца XIX века Джуфт-Кале был покрыт постройками, домами и общественными помещениями. Еще в 20-30-х годах XX века, меньше чем 100 лет назад, от нынешнего момента, там жило несколько караимских семей. Однако сегодня на экскурсии можно увидеть только крепостные стены, пещеры, несколько каменных сооружений. Кинас и 2 усадьбы. Почему? Да потому что все, что было сделано из глины и дерева, а это был основной стройматериал для жилья в Крыму, обрушилось и исчезло. Века, прошедшие со времени создания пещерных городов, привели к их исчезновению в силу действия большей частью природных факторов. В чем был их смысл и кто в них жил? Их оригинальные названия говорят сами за себя. Кале – башня, Кермен – крепость. Многочисленные горные плато, перемежающие долины, были удобным наблюдательным и укрепленным пунктом, в котором относительно легко могло укрыться и пережить нападение населения, жившее в этих самых долинах. Кто именно? Думается, что в этническом плане это были совершенно разные племена и народы. Достаточно было какому-то этносу закрепиться в отдельном участке Крымских гор, как он уже имел перед глазами оборонительное ноу-хау своих предшественников и соседей. Если в запасе были хотя бы несколько лет на подготовку, возникал новый пещерный, скорее полупещерный укрепленный пункт. Вряд ли в нем было удобно жить постоянно, но в случае необходимости несколько сот человек, укрывшиеся в нем, при наличии запасов и источников воды, оказывались в гораздо лучшем положении, чем нападавшие. Самое примитивное оружие, камни, коли, рогатины, даже при отсутствии высокой выучки владения оружием были достаточными для обороны. У караимов по сей день сохранился обычай при каждом входе в свою крепость Джуфт-Кале
приносить с собой камень. Ну, сейчас это просто камешек, это символ. Раньше это мог быть серьезный булыжник. За несколько лет это превращалось в серьезный боезапас. Фирменным оружием караимов является рогатина, сенек. Двурогое копье с расходящимися остриями и внутренней режущей кромкой. Идеальное оружие для защиты крепостных стен от нападения снаружи. Караимы в совершенстве освоили искусство обороны крепостей. Не случайно великий князь Витовт вывел с собой еще в XIII веке несколько сот караев с их семьями для защиты своего замка в Тракае, превратил их в свою гвардию и личную охрану. При атаке в лоб по отвесным скалам потери нападавших в разы, если не в десятки раз, превышали потери обороняющихся. Осадное орудие практически невозможно было изготовить на месте. Ну, там, вот эти там какие-то катапульты там или огромные там тараны, да, там подвесные. Из чего ты будешь делать, как ты их будешь повлечь туда, в эти горы? А если и возможно, то при разнице высот они оказывались практически бесполезными. За исключением случаев, когда существовали сколько-нибудь удобные подходы со стороны плато, да, что, по-видимому, предрешило падение Неаполя Скифского. Конница была неприменима, лук не давал особых преимуществ. Осаждающую армию из нескольких сот или тысяч человек нужно было ежедневно поить и кормить. Для простоты умножьте килограмм муки и 2 литра воды на количество воинов и на количество дней осады. Однако это минимум, которого в реальности совершенно недостаточно. Не говоря о лошадях и прочем. Любой раненый или увечный в тех условиях практически полного отсутствия медицинской помощи был обречен на мучительную смерть в течение нескольких дней. Для длительной осады требовался многократный перевес в живой силе вооружения и, главное, постоянный подвоз воды и продовольствия. Что позже и решило исход Мангуб-Кале, героически оборонявшегося полгода во время осады Османлы в 1475 году. У обороняющихся ситуация тоже не была легкой. При наличии большого количества людей, иногда животных и недостатке продовольствия, особенно воды. Но несколько дней или недель это давало возможность продержаться достаточно уверенно, после чего врагу приходилось задумываться, а зачем он за это взялся. С какого времени существуют эти города? Вероятно, еще в доэллинское время какие-то подобные укрепления существовали. Тавры не были целостным народом. Вражда и конкуренция племен вынуждала их сооружать убежища. Известны даже каменные стены, насыпи, преграждающие долины, своего рода оборонительные линии, относимые к эпохе классических тавров. Отношения между эллинскими поселенцами и таврами тоже не всегда бывали мирными. Появление на полуострове военного контингента достаточно агрессивной Римской империи, вероятно, повысило необходимость тавроскифам позаботиться о своей безопасности. Но, пожалуй, самая острая необходимость возникла в связи с вторжением готов и их последующим размещением пятнами как на южном берегу, так и в горах, на территориях, отбитых у тавроскифов. Продолжавшаяся некоторое время война тавроскифов с пришельцами вынуждала и тех, и других использовать горные крепости. Но создание горных крепостей объективно подталкивало к развитию профессионального ремесла. Нужны были каменотесы, строители, какие-то инженеры-фортификаторы, плотники, оружейники, стражи. Ремесленники, раз появившись, постепенно превращались в сословия внутри общины, отвлекаясь от сельского хозяйства и переходя к постоянному обслуживанию нужд крестьян и изготовлению ремесленных изделий. Практически во всех этих крепостях обнаружены руины церквей и других храмов. Профессиональные священники также стали неотъемлемой частью общества. Появлялся некий городской стиль жизни, первоначально не очень отличавшийся от сельского, но по мере превращения их в постоянно населенные пункты ремесла и управления все более отделявшийся от него. Почему эти города не дожили до позднего времени? Во-первых, некоторые, Джуфт-Кале, дожили. Во-вторых, когда безопасность жителей стала обеспечиваться не столько их собственной инициативой, а усилиями сложившихся и действовавших на территории Крыма государств, они утратили смысл. Гражданских защищала армия, гвардия правителя. А если уж не могла, то в таких укрепленных пунктах уже и отсидеться было нереально. Нельзя, разумеется, идеализировать то время. Все эти технические, социальные и моральные достижения не были следствием бесконечного добродушия людей. Они являлись
следствием насущных жизненных потребностей, формировавшихся в природно-климатических и географических условиях Крыма. Однако сложившийся внутри крымский баланс нарушили два новых для Крыма той поры народа – готы и аланы. В следующей части цикла аудиолекций о народах Крыма вы узнаете, кто такие скифы, как они появились в Северном Причерноморье и в Крыму. Также вы узнаете об их происхождении и почему скифы являются прототюрками, а не иранцами. Узнаете, как себя именовали сами скифы.